Короче, кто-то из вас будет пока кто-то должен подождать, у кого есть время подождать. Айнагуль, Да, здравствуйте. здравствуйте, как у вас дела? Говорите, какие у вас результаты? У вас мощные результаты? Рахмет, все хорошо. Вообще, я не знаю даже с чего начать, потому что очень много всего. Как вы вообще пришли на марафон? С какого города? Сколько вам лет? Мгм. Я с Павлодара, ну, с Павлодарской области, мне 37 лет. А, Я пришла на марафон, потому что уже, знаете, задавило какое-то депрессионное состояние, когда не было сил ни на что. Обычно я как бы из этого состояния себя как-то вытаскивала, сила духа какая есть, но в этот раз у меня как-то все по накатанной вниз пошло. Поэтому я еще с осени, с начала осени хотела, думала, все долго думала. Угу. И вот получается, вот под Новый год я решила, все, хватит, с меня хватит, надо уже что-то менять. Вот. Внутри, знаете, ощущение такое, есть что-то, что не дает внутри, что постоянно как будто вот топит. Угу. Вот. Можно сказать, с первого сразу дня, да, у меня начались прям такие сильные распаковочки. Было не просто, потому что это же все копится нами долго, и поэтому проживается это очень больно. Ну, кому-то, наверное, больно, кому-то нет, я не знаю. У каждого своя кармическая ситуация. И вот, и каждый новый, меня чего удивило, это что каждый новый сеанс, он проходил вообще по-разному, вообще. Это другие образы, это другие состояния, другие эмоции, каждый раз. И даже видения были вообще совершенно разные. Как результат сейчас у меня прям легкость, в первую очередь, это что я прям, от чего я кайфую, это легкость, это позитивный настрой, то есть я вернула себе себя, как получается. Вот. Та, которая есть на самом деле, вот она вернулась. И получается, как базовые настройки, что ли, вот перешли. Такие приятные моменты. Еще, что еще могу сказать? Очень сильно сейчас у меня родовая тема поднялась. То есть я вижу, как мои родные сейчас поменялись в хорошую сторону. Ушла вот эта апатия, которая была на всех как будто. Она прям давила всех. А сейчас вообще, я же говорю, мы вчера собрались, резко, спонтанно собрались, мы так от души веселились, и мы решили каждый день, желательно, да, вот так вот встречаться и вот вместе вот что-то делать, что-то, вот просто объединились, как будто вот род у нас объединился. Я говорю, что это прям, знаете, самое главное, наверное, это золотого стоит, того, что когда бытырап кеткен, біз вообще бытырап кеткенбіз, как я же рассказывала, брат ушел, біз как-то вот. И сейчас как будто мы наоборот, раз, и опять собрались. Особенно, знаете, я заметила, вот те, кто очень сильно вот не оправился, да, после этого, они поменялись. Вот это какое-то волшебство, это то, что мы не видим, и нам кажется, что это как будто, ну, это как будто сказка, да, какая-то, это нереально. А на самом деле, когда в жизни ты это видишь, у тебя глаза просто расширяются с каждым разом, и думаешь, блин, это же так классно работает. Так что, всем ханам я вообще очень счастлива, вообще, что я вас однажды увидела здесь в ТикТоке. Я еще такая подумала, куда я попала вообще, что это такое? Посмотрела на вас, и мне очень интересно было вот ваша диагностика. И вы, когда мне диагностировали, вы мне попали прям в точки. Действительно, эти места у меня болели. Они у меня прям очень сильно еще беспокоили. И сейчас, после выхода из марафона, я понимаю, что у меня, слава Аллаху, шея перестала вообще беспокоить меня. Такая легкость появилась, да. ЖКТ у меня улучшилось намного. Что бы я ни ела, знаете, переваривается все так хорошо. Вот как бы вот такие моменты. А у меня была проблема. И поэтому... А насчет всего остального, по-женски, я еще хочу еще УЗИ пойти, в общем, вот это все тоже посмотреть. Оно же не чувствуется. Не все же чувствует, не все органы же мы чувствуем. Да. Правильно. Поэтому
так. Это вообще классно. Вот чистку вашу первую, когда прошла, просто чистку, помните, вы посоветовали, вот чистка будет. Я прошла, у меня с одной чистки просто такой груз сняли с меня прям вообще. Я говорю, этой чистки хватило на несколько месяцев мне, потом я уже дозрела до марафона. Так что я прям всем советую, кто сейчас слушает, я очень советую, да, если вас что-то очень сильно тревожит внутри, вы не поймете, что это, не понимаете. Если у вас постоянно какие-то хронические болячки есть, состояния какие-то, да, нехорошие, может, даже навязчивые, вот, надо обязательно проходить чистку. Я раньше всегда всем советовала, но я не знала, кому направить, кого бы посоветовать. Меня спрашивают, кого бы посоветовать, а вы сами чистите? Я говорю, нет, я вообще не чищу ни в коем разе. Я могу вдохновить, но я не буду чистить, говорю. Но и получается, что теперь зато я могу спокойно людям говорить, что вот 100% есть человек, который вот как почистить, так почистить. Еще при том мягко, очень мягко, вы даже не заметите это. Экологично так. В наше время, мне кажется, это самое главное. Мы же всего боимся, боли боимся, страшилок всяких боимся. Уже все такие запуганные, зашуганные. А тут даже не заметите, глазки закройте, сами не заметите, как это все происходит. А потом на выходе уже такое облегчение приходит, такой выдох приходит, вдохновение опять. Вы вернете себе то, что вы когда-то потеряли, и все. То есть это такой быстрый метод, чтобы вернуть себя. Чтобы очиститься от всего чужого. Я даже хожу, да, если вы не поверьте, я хожу. Я раньше ходила, у меня голова была очень тяжелая. От мыслей всяких. Вот непонятно, голова болела. А сейчас хожу, такая, блин, я как такая легкомысленная хожу. Классно. Да, это очень приятное состояние. Я в восторге. Я когда первый раз вас увидела, и вы же начали смотреть мое биополе, и у меня такой мандраж начался. Меня прям трясло. Я такая думаю, ничего себе, что происходит? А вы когда брали диагностику? В стриме или в WhatsApp? Я брала в стриме. Мандраж же, да, был? Да, был еще какой. А зато потом, после этого, вот чистка прошла, да, мы все равно, мы же как-то опасаемся, мы немножко с опаской идем в этот новый опыт какой-то, да. А когда удостоверимся, получаем результат, мы уже доверяем. Я вот в марафон пошла вот в таком вот, можно сказать, 80% доверия, да, и когда я начала вот это видеть, какие результаты пошли, я такая, нет, все, Асим Ханым — это моя любовь. Я с вами. Мы тоже с вами. Всегда, навсегда. Супер, классно. Благодарю, Айнагуль. Очень классный результат у вас за один марафон. Распаковка такая мощная произошла. Как коуч, я думаю, вы должны... Ну, еще будет трансформация идти. Подождите. Чистка, она закончилась, но трансформация будет продолжаться еще. Вот сейчас у меня ощущение такое, знаете, вот что-то произойдет, как будто вот что-то откроется. Я не могу объяснить ни себе, ни кому-то, что происходит. Но вот в ожидании чего-то, внутреннее состояние такое, интуиция подсказывает. Душа трепещет, да? Ликует. Да. Да. В предчувствии, я, да, поняла вас. Это ваша душа. Рахмет большой вам. Очень большой вклад вносите. Наверное, не то, что в развитии, в развитии вообще человечества и мира вот этого всего. Пусть у вас будет побольше людей, которые будут очищаться, и которые наконец-то, у кого глаза будут раскрываться. Пелена вот этот глаз. Алғыс Айнагүл. Ем шипа болсын сізге. Анда-санда кіріп тұрыңыздар. Хорошо. Так, Аселия, слушаем вас. Добрый день всем. Да. Рассказывайте свою историю. Город, сколько лет?
Праздник, говорите. Что рассказать? Я вчера тоже в нашем чате писала прям историю двухсторонняя, да? Первый раз, вот я давайте расскажу про чистку, которую я вчера прошла, потом уже про марафон. Вчерашняя чистка, которую я получила, это для меня был вообще высший пилотаж. Я нормально, сеанс прошла спокойно, так же, как обычно, фиолетовые цвета, в спокойном состоянии, зевала, слезы шли. Думаю, о, как классно, думаю, ничего себе. И все. После этого пошла покушала, а потом как началось, я чуть на стену не лезла. Трясло. Я начала искать бывшего. Начала во все телефоны лезть. Где его телефон, где блокировала, где разблокировала. Вообще, как меня вчера трясло, это вообще ужас. Такое состояние было. Вышла на улицу. Походила, думаю, пройдет. Нет, не проходит. Потом начались... Ноги начали дрожать. Потом по-женски началось все. Потом голова. Она как будто кружилась. Я хожу, как будто гравитацию, что ли, потеряла. Вот я пытаюсь концентрацию поймать, но у меня не получается. Потом легла. Дочка говорит, давай, Суру, послушай, может, успокоишься. Включила, это тоже не помогает. Потом я начала курить. Раз 10, наверное, выходила курить. Уже пошла курить. Думаю, это поможет. Нет, потом началась истерика сама по себе. Начала орать, кричать. Потом как слезы пошли. И после этого у меня все отпустило. Вообще, что я хочу рассказать. Вот этот вот приворот на мне был, наверное, 3 года. Вот 3 года назад я встретила красавца, который меня приворожил. Поспешно сделал нике. Наверное, не полгода, а сразу 4 месяца. Прям все. Он даже своим не сказал. Ой, пошли, мы взрослые люди. В общем, мы вот так и сделали. После нике я узнаю, что... Да, тут позвонили. Кстати, и его мама, оказывается, против того, что... И, в общем... Она начала всякие проклятия на меня. И он начал с одной стороны делать, чтобы меня не потерять. Та начала меня проклинать. Я мне все говорили, как ты вообще на него посмотрела? Вообще невозможно, как? Он же почти дядька там целый, папа. Вот я когда где-то куда-то ходила, все говорили, а где ваш папа? Вы же только что с папой были. Я говорю, это не мой папа. Это не папа. Действительно, там как будто... Ужас. Вот так привораживают мужики, ребята, девочки. Будьте осторожны. И вот я даже потом задумалась, как я, действительно, мне первый раз, когда на работе его увидели, сказали, Асель, ты что? Это кто? Я говорю, мужик. Какой мужик? Ты чё, куда попёрла? Ты на себя посмотри, ужас. Ты маленькая, ты чё, блин? Я не скажу, что прям такая я прям красавица, но я вообще ростом, там и фигурка у меня, при мне все есть. Когда я ходила куда-то, да, например, на базар, куда-то идем, все на нас так смотрят. Знаешь, папаңыз қайда? Потом уже, когда мама говорила, вообще, Асель, я не понимаю, как ты на него посмотрела. Он, по-моему, тебе что-то сделал. Ты же вообще какая была? Вам постоянно звонят, что ли, Асель? Да, молодая, красивая девушка, успешная, психолог она. И вот после марафона у нее дар открылся, она начала видеть, она начала чувствовать, яснознание, ясночувствование, ясновидение у нее открывается. И очень мощно она может лечить руками. Это все
у нее открывается на марафоне. Но вчерашняя чистка, это было что-то, вот ее приворот вышел. Ну, значит, я ей до этого говорила, 3 марафона подряд она проходила. Я говорю, ну, я его не знаю, да, если честно. Менің жұмысым қанша, біреудің байында. Я говорю, вот постоянно он делает тебе привязку. Потому что когда она марафон проходит, у нее облегчение, и после марафона опять он куда-то сходил, говорит, и у меня опять все это қара түнек болып кетеді, да? И он постоянно ходил, читал ее. Это привязки, оморочки всякие. И человек не может мыслить ясно, понимаете? Когда вот такие магические воздействия есть на вас. И в последний марафон я ей сказала, я говорю, вот долго будешь терпеть это? Она только почистится, опять приворот, да, на ней. Только почистится на марафоне, опять он ходит, постоянно обновляет это.